Бачите, селялят, укуши. Игрушки, карандаши, да? А куклы? И куклы. София еще толком не выговаривает слова, но по реакции и глазам видно, ей здесь нравится, так же, как и ее маленьким сверстникам. Что тебе нравится в садике? Танцевать. Танцевать, да? А много друзей ты нашла? Да. Ждал ли ты открытия садика? Нравится тебе садик? Да. А друзей уже успел найти? Нет. Еще нет? А что тебе больше всего нравится в этом садике? Игрушки. А еще? Рисовать. Я больше не знаю, что делать. Детей здесь сейчас не так много, попасть в сказку они смогут завтра. Детский сад с говорящим названием «Лунтик» рассчитан на 220 малышей. Это первое в истории административного округа государственное дошкольное учреждение. Частные сады были, но с более скромными условиями, которых также не хватало. Малышей все равно приходилось распределять по дошкольным учреждениям других населенных пунктов. Это большое для нас событие, так как много молодых мам, детей, и нуждались мы в этом садике. И для нас это большое подспорье, идеальные условия. Все группы светлые, очень уютные, очень много вложили труда. Разделить вместе с жителями эту радость, поздравить и открыть новый детский сад приехал глава Ингушетии. Махмуд Али Калиматов с порога сделал самое главное замечание – отсутствие на месте пешеходного перехода и потребовал повысить безопасность дорожного движения вблизи дошкольного учреждения. Так, администрации города совместно с ГИБДД необходимо разработать схему, согласно которой будет нанесена разметка пешеходных переходов. Давайте красочно берите, всеми предосторожностями сделайте здесь пешеходный переход. Знак поставить дети. Детский сад большой. Все знаки поставьте. Сделаем яхту. Пожалуйста, строите мешал. Давайте с мэром города и не откладывайте мне. Сразу после Махмуд Али Калиматов направился к виновникам торжества, к деткам, которые так сильно его заждались. Лидером будешь. Задушите. Ребята, кто к нам приехал? Глава Ингушетии поздравил жителей с этим важным событием, отметив, что доступность дошкольного образования – одна из приоритетных задач, которая стоит перед властями. Те национальные проекты, которые в целом у нас идут и школы, и детские сады, и больницы, они они специально для жителей. Они строятся, возводятся. Я прям растрогался. Настолько тепло, хорошо. Я хотел бы, чтобы, вижу, подготовленные дети, мне сказали, вот первый день, да, но чувствую, мамочки очень постарались. И знаете, что я заметил? Дети не комплексуют. То есть они свободны. Они настолько в эту жизнь, вот в детский сад пришли, я смотрю, слова почти все знают, повторяют, вот, выходят, читают стихи, танцуют красиво. Если говорить в целом, я вот посмотрел, это счастье, что у нас есть у детей такой детский сад. А далее руководитель субъекта осмотрел детский сад изнутри и оценил созданные условия. Что вам еще делать? Работать. Только работать. Только работать и давать знания детям. Правильно. Воспитание. И не нужно детям знаний. Да. Что вы заложите, и дальше уже в школу им будет осваивать предметы легче, которые дальше пойдут. У вас все обеспечено? Да, здесь нет такого, чтобы принесли, а потом завтра унесли? Нет. Ничего у нас уже не проходит. Я еще раз спрашиваю. Нету такого, нету. Вот попросили нас, да, ковер мы привезли, положили. Я знаю такие, принесут, потом разут мне. Все, что здесь Книги есть, чьи? это все наше, все, здесь садиковские, все наше. Я вас о чем прошу, не делайте это. Нет, нету, ни одна вещь нет
нету здесь, которые Вы в любое не время наши. можете приехать и посмотреть, как все наше. Я приеду. Пожалуйста. Красивое здание, светлые коридоры и кабинеты, украшенные стены, аудитории для занятий, комнаты для сна, физкультуры, актовый зал. Ну и куда же без медкабинета и пищеблока? Условия отвечают всем образовательным стандартам. Детей у нас еще набирают, документы мы еще принимаем, коллектив у нас набран. Мы ждем наших маленьких посетителей в нашем садике. С открытием нового социально значимого объекта удалось не только пристроить детей в дошкольные учреждения, но и дополнительно создать 60 с лишним рабочих мест. Так, Азиза Богатырева после окончания вуза 2 года была вынуждена сидеть без работы, а сейчас не может нарадоваться. Она, как и хотела, воспитатель. Сюда же устроились и ее знакомые. Устроилась моя подруга, тоже воспитателем работает, тоже моя однофамильница. Еще, односельчане здесь работают. Я знаю здесь многих девушек, которые тоже искали работу, наконец-то нашлись. И желаю им тоже удачи в работе. Во дворе садика оборудованы детские площадки, теневые навесы и не только. За ходом строительства следили и местные депутаты. Руководители местного отделения партийности мы постоянно проверяли, смотрели. Даже когда закладывали бетон, подрядчик смеется, мы заставляем его проверять качество бетона. Так что работа, как вы видите, проведена на хорошем уровне. Сейчас в Гамурзиеве проживают более 12 тысяч человек, а потому соцобъект был просто необходим. Его построили в рамках национального проекта «Демография». Также в этом году в Гамурзиево рядом со школой на 1500 мест будет открыт еще один, второй по счету детский сад на 220 мест. Но и это еще не все. Всего в этом году запланировано создание 1760 мест за счет строительства еще 8 дошкольных образовательных организаций, в том числе 540 мест для детей ясельного возраста. Зелимхан Калоев, Асхаб Белакиев, Новости 24.